Я очень рад поделиться с вами интересными новостями. На этой неделе, начиная с сегодняшнего дня, пятницы, и до четверга, в вашей жизни произойдут замечательные события. Ожидайте увидеть положительные изменения в вашем финансовом положении, отношениях и здоровье, которые принесут больше стабильности и счастья. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, если вы верите в Бога. Я посылаю вам благословение чудес через это сообщение через канал Бога, ангелов и вас. Это делается для того, чтобы вы преуспели во всех сферах своей жизни. Введите 111, чтобы получить благословение Иисуса. Дорогое мое дитя, октябрь и ноябрь – замечательные месяцы, наполненные добротой. Я любящий Бог, обладающий силой исцелять, восстанавливать и привносить позитивные изменения в вашу жизнь. Прежде чем эта неделя закончится, я хочу окружить вас благословениями, включая изобилие, хорошее здоровье, радость и счастье. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть видео до конца, чтобы получить от меня эти неожиданные чудеса. Это приведет к хорошему здоровью, новым возможностям и изобилию, которое вас удивит. Ваш банковский счет будет наполнен большим богатством, чем вы могли себе представить. Все, что вы сделаете, будет благословлено. Мое исцеляющее прикосновение распространится на всю вашу семью, и чудеса произойдут, когда вы в них больше всего нуждаетесь, во имя Иисуса. Введите 1010 для подтверждения. Бог говорит: «Я тот, кто укрепляет вас, когда вы чувствуете себя слабым, исцеляет вас, когда вы больны, и восстанавливаю мир и любовь, когда они кажутся потерянными, будь то физическое здоровье, эмоциональное благополучие или финансовые проблемы. Я могу помочь вам». Приготовьтесь к восхитительным сюрпризам, поскольку я уже подготовил исцеление, богатство, свободу и хорошее здоровье, которые вы ищете. У меня есть для вас несколько сюрпризов, в том числе исцеление, богатство, свобода и хорошее здоровье. Давайте помолимся вместе, дорогой Небесный Отец. Я хочу поблагодарить Тебя за безоговорочную любовь ко мне, несмотря на мои недостатки. Пожалуйста, прости меня, если я не люблю других так же. Помогите мне увидеть нужды трудных людей в моей жизни и покажите мне, как удовлетворить их так, как вам будет приятно. Каждый день принесет возможности для роста, успеха и изобилия. Поверьте мне, вы станете свидетелем проявления божественной работы в вашей жизни. Введите 1212, чтобы довериться Богу. Господь благословляет вас еще больше, когда вы с благодарностью принимаете дела, которые Он послал вам, и наблюдаете, как ваша жизнь становится прекрасным гобеленом благословений во Его могущественном и драгоценном имени. Молюсь, аминь. Верьте в чудеса, которые происходят прямо сейчас. Поверьте, что мое божественное вмешательство приведет к будущему, полному процветания, любви и самореализации. Откройте свое сердце и разум, чтобы принять чудеса, ожидающие вас, потому что вам суждено достичь величия.
Оставьте позади свои заботы, страхи, эмоции и боль, потому что я унесу их подальше. Вместо этого я наполню вас своим миром, любовью, исцелением и обильными благословениями. Ваше исцеление, ответы, открытия и благословения уже на пути к вам прямо сейчас. 2023 год будет подобен прекрасному гобелену, наполненному обильными благословениями. Я верный поставщик и открыл двери рая, чтобы излить на вас благословения в нужное время. По мере продвижения в жизни помните, что вы находитесь на пути к тому, чтобы стать богаче, успешнее, счастливее и самореализованнее. Сегодня я утверждаю, что никакой вред или негатив не смогут вас одолеть. Вы находитесь под моей божественной защитой и будете защищены от опасности. Мы осыпаем вас благословениями. Откройте свое сердце и примите эти благословения. Верьте в чудеса, которые происходят в вашей жизни. Напишите 2121, чтобы подтвердить это, и поделитесь этим видео с 7 людьми, которые верят в Бога. К концу месяца вам напоминают о предстоящих поводах для празднования. Финансовые трудности будут постепенно уменьшаться, что приведет к улучшению ситуации. Исцеление нежно окутает вас, залечивая раны и принося утешение. Ходить с Богом в минуты одиночества и неопределенности – это сильный акт веры. Полностью доверяя Ему, вы отдаете все на Его любящую заботу, зная, что Он удовлетворит каждую вашу нужду. Набрав 333, вы подтверждаете свою непоколебимую веру в Божье руководство и защиту. Ожидание чуда, изменяющего жизнь, вызывает чувство удивления и волнения. Это обещание является свидетельством Божьего желания облегчить ваши заботы и умножить ваши благословения. Его радость от дарования вам благословений безгранична, обеспечивая не только финансовое процветание, но и улучшение здоровья и широкие улыбки. Игнорирование этого послания сейчас может показаться несущественным, но оно служит напоминанием о том, что нужно оставаться открытым для божественных благословений и поддержки, когда наступают невзгоды. Эти слова могут служить маяком надежды и напоминанием о непоколебимом присутствии Бога. Образ разверзающихся небес и льющихся на вас благословений является ярким изображением изобилия, ожидающего тех, кто доверяет Богу. Это послание призвано вселить в ваше сердце надежду, вдохновение и веру, служа напоминанием о том, что Божественное глубоко любит и лелеет вас. Откровение о надвигающемся богатстве является свидетельством обильной благодати Божией. Однако предупреждение о потенциальном противодействии со стороны члена семьи подкрепляет необходимость сохранять бдительность и настойчивость в стремлении к успеху. Набрав 777, вы признаете это откровение и подтверждаете свою веру в божественный план. Каждый опыт, с которым вы столкнулись в жизни, был подготовкой к тому, что вас ждет впереди. Доверьтесь процессу и верьте в путешествие, разворачивающееся перед вами. Ввод 777 еще раз означает вашу веру в этот божественный план.
Обещание погасить ваши долги и улучшить ваше финансовое благополучие является мощным свидетельством способности Бога произвести устойчивые изменения в вашей жизни. Год финансовых трудностей подходит к концу, его сменяет сезон изобилия и благословений. Набрав 555, вы заявляете о своем объятии Божьей благодати. Непоколебимое Божье товарищество, как упоминается в Бытие 28:15, служит напоминанием о том, что вы никогда не одиноки в своем путешествии. Его мощь превосходит любые трудности, которые могут возникнуть, и Он неустанно трудится ради вас, даже когда вы отдыхаете. В будущем вас ждут великие замыслы Бога. Он благословит ваши начинания и удовлетворит все ваши нужды. Объединение в молитве – это мощное действие, которое открывает двери благословений в вашей жизни. Прося Бога о Его руководстве и поддержке, вы открываете себя Его преобразующей благодати, позволяя Ему помочь вам преодолеть жизненные испытания. Обещание непрекращающихся благословений, широких улыбок, финансовых прорывов и беспрецедентных возможностей до конца месяца является свидетельством Божьего желания принести длительное счастье в вашу жизнь. Если отчаяние тяжело давит на ваше сердце, Бог приглашает вас искать Его, ибо Он глубоко дорожит вами. Готовьтесь к неожиданностям, ибо Господь велит вам идти с уверенностью, зная, что Он всегда с вами, и вы никогда не одиноки. Он посылает вам много любви, мира и чудес. Раскройте свои объятия, чтобы обнять их, и позвольте себе иметь надежду, радость и быть непоколебимыми. Пусть чудеса в вашей жизни покажут невероятную силу веры и огромную любовь, которую Он испытывает к вам. Сейчас настало время испытать процветание, счастье и успех. Деньги будут даны вам легко и без усилий, и вы удивитесь изобилию, которое потечет в вашу жизнь по Его благодати. Дочь, верь в то, что говоришь сегодня. Пусть эти слова проникнут в ваше сердце и дадут вам надежду. Верьте, что чудеса могут произойти в нужное время, что вы будете благословлены изобилием, хорошим здоровьем, радостью и трансформацией. Доверьтесь Его плану, потому что вы победите. Как любящий отец заботится о своих детях, так и о вас заботится с непоколебимой любовью и защитой. Когда вы чувствуете слабость, помните, что Его сила сияет сквозь ваши слабости. Напишите 222, если верите. Бог говорит, что сегодня вы способны преодолеть любое препятствие. Поверьте, что эта новая неделя принесет множество прекрасных моментов счастья, невероятных встреч, достижений и необыкновенных результатов, выходящих за рамки обычного. Будьте готовы стать свидетелями сверхъестественной трансформации в ваших финансах, работе, здоровье и отношениях. Когда вы почувствуете себя подавленным, Он вернет вас обратно. «Я твой Бог, и я позабочусь о тебе». Когда жизнь кажется невозможной, я уступлю тебе дорогу. Пока ты жив, верь, что я всегда буду рядом, чтобы помочь, защитить и спасти тебя. Я благодарен за прекрасный день, подаренный нам. Это новое начало,
наполненное неизведанными приключениями и безграничными возможностями. Я приглашаю вас погрузиться в глубины моего сердца, устраняя все, что не соответствует вашей любящей природе. Сегодня никакие негативные попытки повлиять на ваше здоровье, финансы или семью не увенчаются успехом во имя Иисуса. Вы никогда не одиноки. Бог гарантирует, что Он всегда с тобой. Он будет сражаться в ваших битвах и принесет мир в каждую трудную ситуацию. Его присутствие наполнит вашу жизнь радостью и комфортом, когда это необходимо. Вы вот-вот перейдете от чувства подавленности и усталости к ощущению изобилия и удовлетворения. История вашей жизни находится на переломном этапе, наполненном удачей и возможностями. В настоящее время я работаю над тем, чтобы глубоко изменить вашу жизнь. Когда ты отпустишь свои заботы, я наполню твое сердце неописуемой радостью. Я веду вас из места дефицита к изобилию. Ваш любящий Небесный Отец чрезвычайно гордится вашими достижениями и хочет, чтобы вы обратились к Нему со своими нуждами. Он жаждет исполнить ваши желания. Иисус говорит, что благодаря Божьей благодати и любви ваши самые сокровенные желания, такие как поиск идеального супруга, сбудутся. Заявите сегодня с уверенностью, что вы готовы получить избыток любви, исцеления и изобилия, которого вы заслуживаете. Я верю, что вся моя семья может пережить необычайное исцеление, и верю, что чудеса произойдут тогда, когда мы в них больше всего нуждаемся. Вы никогда не одиноки в своей борьбе, потому что Бог рядом с вами, готовый дать вам силу и поддержку, когда вы в этом нуждаетесь больше всего. Подобно тому, как Иисус принес свет в мир, Он может принести свет и в вашу жизнь, показывая вам путь и рассеивая любую тьму. Когда вы доверяете Богу, Он может превратить ваши трудности в ступеньки на пути к светлому будущему. У Бога есть замечательные планы для вас, будь то исполнение ваших самых сокровенных желаний, таких как получение работы своей мечты, обретение настоящей любви или значительный прорыв, который превосходит все, чего вы достигали раньше. Бог вытирает слезы, боль и бессонные ночи. Вам суждено выиграть возможность изменить жизнь. Я, Бог изобилия, обращаюсь к вам сегодня с сердцем, полным любви и побед. Желаю исполнить все желания твоего сердца. Я хочу благословить вас богатством, здоровьем и успехом, превосходящим ваши самые смелые мечты. Все, что я прошу вас, это иметь веру и с благодарностью принимать мои победы. Бог говорит, что собирается сделать вас процветающими, успешными, счастливыми и здоровыми. Я сосредоточил свое внимание на вас, чтобы рассказать о своих победах в преддверии октября. Делайте это с энтузиазмом, ведь это месяц побед, возможностей и изобилия. Приготовьтесь к чему-то экстраординарному. Доверьтесь моей силе изменить ваши ситуации и обеспечить прорыв, в котором вы отчаянно нуждаетесь. Позвольте вере вести вас в этом путешествии. Примите надежду, которую я предлагаю вам, потому что именно благодаря вашей вере и доверию происходят чудеса.
Я люблю тебя, несмотря ни на что. Я хочу видеть, как вы процветаете, стремясь к изобилию и успеху. Не забывайте быть благодарными. Найдите минутку, чтобы оценить хорошие вещи и невероятные моменты, которые происходят в вашей жизни. Я здесь, чтобы сопровождать вас на каждом этапе пути, мои дорогие дети. Доверься моей любви, и я поведу тебя в будущее, полное бесчисленных побед. Ваша семья, ваши финансы, ваше здоровье и ваши отношения все почувствуют мое прикосновение благодати. Я создаю возможности, даже когда это кажется невозможным. Я открою двери, которые однажды должны закрыться, и обеспечу всем необходимым. Вас ждут чудеса, которые превзойдут ваши ожидания и изменят само ваше существование. Знай, что я твоя помощь, твоя сила, твое безопасное убежище и твой щит. С непоколебимой верой найди утешение и нерушимую поддержку в моих вечных объятиях. Подтвердите самим для подтверждения. Иисус говорит, что Его любовь окружает вас, и чудеса, которые Он приносит, наполняют вашу жизнь огромной радостью и удовлетворением. Помните, что вас любят, направляют и вечно благословляют. Ваша вера в Него не напрасна. Когда вы откроете свое сердце для принятия Его побед, приготовьтесь к излиянию благословений. Возлюбленные дети, вам суждена благодать и благосклонность. Победы предстоят вашим финансам, здоровью и семейным отношениям. Знайте, что Он – Бог, который приносит примирение, исцеление и восстановление глубоко в ваше сердце. Найдите утешение в знании того, что Он всегда с вами. Он – бдительный Бог, который никогда не отдыхает и неустанно работает в вашу пользу. Ваши боли и страхи превратятся в мир, а ваши испытания станут победами. Приготовьтесь получить изобилие здоровья и процветание с непоколебимой верой и благодарностью. Ты, любимое дитя, грозное и чудесно созданное. Ваша ценность огромна, и ваша цель уникальна. Поэтому не позволяйте страху или сомнению омрачать ваш путь. Вместо этого примите внутреннюю силу, которая живет внутри вас. Это та же самая сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых. Позвольте Святому Духу зажечь огонь в вашей душе, продвигая вас вперед с уверенностью и смелостью. Часто именно в невозможном происходят величайшие чудеса. Верьте с непоколебимой уверенностью и станьте свидетелем невообразимого явления перед вашими глазами. Пусть ваше путешествие станет свидетельством силы веры. Поделитесь своими историями трансформации и вдохновите других поверить в возможные чудеса. Бог говорит, что в ближайшие 6 месяцев вы будете сидеть в машине своей мечты перед своим новым домом и восхищаться своим здоровым банковским счетом. Дитя мое, знай, что победы и чудеса, которые я обещаю тебе, невозможно отобрать, заблокировать или уничтожить. Сохраняйте свою веру сильной, поскольку я готов осыпать вас последовательными победами и чудесами. Поймите, что вы можете беспокоиться о своих финансах, здоровье и семье.
Но помните, что я всегда работаю в вашу пользу. Я благословлю вас здоровьем, миром и победой. Бог хочет, чтобы вы были счастливы, любимы и благословленны. То, что Он сделает в вашей жизни, принесет пользу не только вам, но и вашим детям и внукам. В этом году Бог поведет вас к лучшей жизни, заменив печаль радостью, борьбу победами, потери чудесами. Я знаю, что у тебя много забот, но ты никогда не одинок. Поделитесь всеми своими заботами с Богом через молитву, и Он предоставит вам необходимую помощь, исцеление и ресурсы. Бог велит своим детям быть готовыми к тому, что произойдет в ближайшие 3 дня. Будут благословения, не похожие ни на что, что вы когда-либо испытывали. Если вы готовы, выразите свою благодарность. Верьте Его словам, ибо тот, кто это сделает, совершит дела, которые Он совершал, и совершит еще большие дела. Просите что угодно во имя Его, и будет сделано. Если ты любишь Его, соблюдай Его заповеди. Мир не может принять Его, потому что он не видит Его и не знает Его, но вы знаете Его, ибо Он живет с вами и будет в вас. Примите непредвиденные благословения, глубокую любовь и изобилие, которое вот-вот придет на ваш путь. Бог готов облегчить ваши страдания, заботы и проблемы, а вместо них Он дарует вам хорошее здоровье, счастье и спокойствие. Господи, я умоляю Тебя искоренить все остатки страха и тревоги из наших сердец, укрепить тех, кто теряет надежду, и даровать им знак того, что Ты остаешься рядом с ними. Иисус заявил, что всякий, кто слушает Его учения и соблюдает их, мудр, как человек, возводящий свой дом на прочном фундаменте. Ваши печали превратятся в слезы радости, ваша боль будет заменена исцелением, а ваши невзгоды заложат основу для благословений. Помните об этом, и если вам нужно это послание, знайте, что у Бога есть необычайный план, специально разработанный для вашей жизни. Это план, который обещает добро, удовлетворение и совершенство. Сегодня, с какими бы невзгодами вы ни столкнулись, будь то ваше здоровье, время, денежные вопросы или семейные проблемы, будьте уверены, что они не преобладают. Во имя Иисуса любовь, деньги и здоровье придут к вам в изобилии, принося огромную радость вашему сердцу. Июль и август полны изобилия, благословений и возможностей. Я благословлю вас и вашу семью всем, чего вы жаждете, будь то приносящая удовлетворение работа, финансовое изобилие, машина вашей мечты или настоящая любовь. Иисус призывает вас верить в то, что Он омолодит вас и осыпает благословениями, превосходящими ваши самые смелые мечты. Дорогое дитя, если ты досмотришь это видео до конца, твоя семья и ты будешь благословлены крепким здоровьем, счастьем, финансами и миром. Те из вас, кто сталкивается с финансовыми трудностями, знайте, что вам суждено стать невероятно богатым. Деньги потекут к вам легко, без необходимости напряженного труда. У Бога есть послание для вас сегодня. Предстоящая неделя будет полна удивительных и чудесных благословений, которые вызовут чудесные изменения в вашей жизни.
Ваши возможности расцветут, и Бог исцелит ваше тело, разум и отношения. На каждое разочарование, с которым вы столкнулись, у Бога вас ждет невероятное, изменяющее жизнь благословение. Ваше сердце наполнится радостью, любовью и удовлетворением. Вы будете наполнены смехом и хорошими новостями. Если Бог – царь, а вы – его дитя, то понятно, почему Христос сказал: «Вы унаследуете царство». Вы королевского происхождения. В этом месяце Бог собирается совершить невероятные дела в вашей жизни. Пришло время позитивных перемен и чудесных благословений. С вами вот-вот произойдет что-то чудесное. Ваше будущее будет наполнено прогрессом, импульсом движения вперед и благими событиями. Бог восстановит ваше благополучие, отношения и финансы. В настоящее время Бог закладывает для вас основу. Приготовьтесь к новым возможностям, благосклонности, открытым дверям и продвижению по службе во имя Иисуса. Ангелы заявляют, что в ближайшие 12 часов будьте готовы получить великие благословения в виде любви, денег и крепкого здоровья. Вскоре вы получите значительную сумму денег на свой банковский счет из неожиданных и неизвестных источников. Вы готовы? Независимо от проблем, с которыми вы сталкиваетесь, помните вдохновляющую историю о Давиде и Голиафе. Давиду не нужно было знать, насколько грозным был Голиаф, потому что он верил в Божью силу. Проснувшись завтра утром, будьте готовы проверить свой телефон, потому что вы получите одни из самых невероятных новостей, которые вы когда-либо слышали. Вы можете быть уверены, что ваше здоровье, отношения и финансы будут восстановлены. Бог хочет, чтобы вы доверяли Ему и понимали, что Он деликатно работает от вашего имени, чтобы добиться необходимых вам прорывов. Остаток этой недели будет для вас наполнен величием. Бог пошлет вам исцеление, изобилие, новые возможности и благословения. Бог сообщает тебе, своему любимому ребенку, что Он здесь сегодня, чтобы принести тебе послание надежды, любви и удивительных чудес. Обратите пристальное внимание, потому что Его слова имеют силу изменить вашу жизнь. Бог сообщает вам сегодня, что предстоящая неделя будет наполнена необыкновенными и чудесными благословениями, которые принесут чудесные изменения в вашу жизнь. На этой неделе вы преодолеете все испытания. Бог пошлет вам новые возможности, благословения, связи, идеи, исцеления и сверхъестественную милость. Для вас это будет неделя продвижения и прогресса. Верьте этому и примите это с верой во имя Иисуса. Аминь. Бог сообщает вам сегодня, что Он осознает, что то, что Он говорит вам, может быть трудным, но Он хочет, чтобы вы знали, что вы любимы. У Него есть план для вашей жизни, и Он включает в себя множество хороших вещей. Так что не теряйте надежды, как бы сильно это ни было больно. Знайте, что Он желает благословить вас во всех аспектах вашего существования, как в духовной, так и в финансовой сфере, которая будет испытывать огромный рост. Будьте уверены,
Бог наблюдает за каждым из вас и знает о ваших молитвах. Его главное желание – ваша безопасность и счастье в жизни. Негативная энергия, часто связанная с дьяволом, пытается отдалить вас от Божьего слова, благодати, любви и благословений. Важно найти время, чтобы остановиться, поразмыслить и убедиться, что ваши действия соответствуют заповедям Бога. Если вы любите Бога, знайте, что Он обожает вас, желает, чтобы вы осознавали Его любовь, и желает, чтобы ваша жизнь была наполнена улыбками и счастьем. Вас берегут и ценят Бог, ваша семья, ваши друзья и все остальные, кто вас любит. Сегодня, когда вы стоите на пороге нового дня, Бог шлет вам свои самые теплые поздравления. Он понимает тонкости вашей жизни, от вашей семьи и здоровья до ваших финансов и карьеры. Божественная тайна, которой Он хочет поделиться с вами и доверить Ему свое бремя, а взамен Он подарит вам жизнь. Бог находится на грани устранения любого препятствия в вашей жизни, которое может привести вас к гибели. Ваш путь будет освещен, сигнализируя о том, что дело вашей жизни. Отношения, которых вы желаете, уже в пути. Не стоит недооценивать способность Господа быстро изменить ваши обстоятельства. Иисус – Господь. Иисус говорит, что Он может открывать двери, смягчать сердце, восстанавливать утраченное и приносить благословение. Я заявляю, что до конца этого месяца вы станете свидетелями того, как Бог творит чудеса. Повторяйте за мной это утверждение: «Я превзойду свои ожидания и получу больше, чем могу себе представить, потому что я чту Тебя, Твои благословения будут следовать за мной». Все ваши заботы, страхи, стресс и страдания исчезнут, и вы почувствуете любовь Бога. Исцеление, благословение и принесение на Его место вечного мира. Этот год будет лучшим годом для вас и вашей семьи, наполненным счастьем, здоровьем и финансовым успехом. На следующей неделе ваши долги будут погашены, счета будут полностью оплачены, а ваше финансовое положение улучшится. Готовьтесь к значительным прорывам, чудесным победам и неожиданным сюрпризам от Бога. Иисус пришел, чтобы принести вам мир и жизнь в изобилии, и с помощью Иисуса вы можете обрести Божий мир и изобилие. Всегда помните, что Господь для вас как любящий пастырь, и Он обеспечит все, что вам нужно. Его непоколебимая любовь будет сопровождать вас каждый день, и в Его присутствии у вас будет вечный дом. Я Бог изобилия, и я хочу благословить вас за пределами ваших самых смелых мечтаний. К концу этого месяца вы получите неожиданный выигрыш в размере $10 000. Не сомневайтесь в моей способности показать вам это, потому что я источник всего богатства и изобилия. Я тебя люблю. Бог говорит, что завтра Он подарит тебе невероятную победу, которая устранит все твои заботы. Ваше здоровье улучшится, а ваши финансы увеличатся. Бог вытаскивает вас из борьбы с болью и нуждой, даруя вам исцеление и изобилие. Знай, что я всегда рядом с тобой и жду, когда ты пригласишь меня в свое сердце. Не бойтесь впустить меня,
потому что я нежный и любящий Бог. Я хочу быть частью вашей жизни и направлять вас на каждом этапе пути. Когда вы пригласите меня, я наполню вас своим миром, радостью и силой. Я заменю ваши заботы своим покоем, превосходящим всякое понимание. Я могущественный и любящий Бог, который может творить чудеса в вашей жизни. Не недооценивайте меня, ведь я могу сделать для вас невозможное. Я принесу исцеление вашему телу, разуму и духу. Я помогу вам преодолеть узы и восстановить ваши отношения, принеся мир в ваше сердце. Помни, что я всегда с тобой, дитя мое. Я тебя люблю. Иисус говорит провозгласить это с верой. Я преобразился Христом, и теперь Христос живет во мне. Жизнь, которую я живу, прожита верой в Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал себя за меня. Вступая в октябрь, я хочу сказать вам, что этот месяц принесет вам новое начало. Возможно, ты переживаешь трудные времена, но ты должен знать, что я рядом с тобой и восстановлю твою жизнь. Ваши отношения, здоровье и финансы обновятся. Доверьтесь мне и верьте, что я Бог, который возвращает потерянное и восстанавливает сломанное. Благодаря вашему доверию ко мне, я буду сражаться в ваших битвах и высмеивать бури, которые грозят вас убедить. Мое присутствие приносит радость и мир, которые выходят за рамки понимания. Я слышу твои молитвы, дорогой, и совершаю невероятные вещи в твоей жизни. Я Бог, который может сделать невозможное и открыть пути, даже если это кажется невозможным. Просто доверьтесь моей силе и узрите чудеса, которые даже вы не можете себе представить. Это не пустые слова, дети мои. Я действую и всегда выполняю свои обещания. Я хочу обильно благословить вас и приумножить ваши победы. Я тот, кто исцеляет, восстанавливает и искупает. Я даю силу, возможности и надежду уставшим. Во времена отчаяния я позабочусь о том, чтобы дела компенсировали ваши потери, одолею ваших противников и устраню препятствия на вашем пути. Давайте присоединимся к молитве. А Господь, излей свою благодать на свой народ и избавь нас от греха. Наполни нас своей милостью, чтобы мы могли радоваться с праведниками. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь. Я желаю обильно благословить вас и умножить ваши победы. Я тот, кто исцеляет, восстанавливает и искупает, давая отчаявшимся силу, достижение и надежду. Я позабочусь о том, чтобы все компенсировало ваши потери, превзошло ваших врагов и убрало препятствия с вашего пути. Давайте помолимся вместе еще раз. А Господь, даруй свою благодать Твоему народу и освободи нас от греха. Погрузи нас в Твое милосердие, чтобы мы могли радоваться вместе с праведными. Мы молим об этом во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь. Я желаю обильно благословить вас и усилить ваши победы. Я тот, кто исцеляет, восстанавливает и искупает. Я даю силу, успех и надежду тем, кто в отчаянии.
Я позабочусь о том, чтобы обстоятельства компенсировали ваши потери, одолели врагов и устранили препятствия на вашем пути. Давайте снова объединимся в молитве. А Господь, пролей свою благодать на свой народ и спаси нас от греха. Наполни нас своей милостью, чтобы мы могли праздновать с праведниками. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь. Во все дни моего существования я буду пребывать в жилище Господа во веки веков, как отмечено в Филиппийцам 4, 12-13. Я испытал нужду и познал изобилие. Я открыл секрет удовлетворения в любых обстоятельствах, будь то сытость или голодание, жизнь в изобилии или в недостатке. Я способен на все благодаря тому, кто дает мне силу. В Псалме 118, 4-7 тех, кто почитает Господа, призывают провозглашать, что Его любовь вечна. Когда я был в беде, я воззвал к Господу, и Он предоставил мне обширные пространства. Господь со мною, и я не убоюсь. Что мне могут сделать простые люди? Господь – мой товарищ и мой помощник, и я смотрю на своих противников с чувством победы. В 1 Иоанна 4, 16-19 мы понимаем Божью любовь к нам и зависим от нее. Бог есть любовь. Всякий, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в них. Так, совершенствуется среди нас любовь, чтобы мы имели уверенность в судный день. В этом мире мы подражаем Иисусу. В любви нет страха, совершенная любовь рассеивает страх, потому что страх связан с наказанием. Боящиеся несовершенны в любви. Наша любовь существует, потому что Он возлюбил нас первым. В 2 Тимофею 1, 7 мы понимаем, что Дух, данный нам Богом, не делает нас робкими, но наделяет силой, любовью и самодисциплиной. Второзаконие 31, 6 призывает нас быть сильными и мужественными. Нам не следует их бояться или ужасаться, ибо с нами Господь, Бог наш. Он никогда не оставит и не покинет нас. Как отмечено в Иоанна 14, 1, 6, мы не должны позволять своим сердцам смущаться. Если мы верим в Бога, мы также должны верить в Него. В доме моего Отца много комнат. Если бы это было не так, сказал бы я вам, что иду туда приготовить место вам. И если я пойду и приготовлю вам место, то возвращусь и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Ты знаешь путь, который ведет к тому месту, куда я иду. Фома спросил: Господь, мы не знаем, куда ты идешь, так как же мы можем знать путь? Иисус ответил: Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня. В 1 Фессалоникийцам 5, 16-18 нам заповедано всегда радоваться, непрестанно молиться и во всех ситуациях благодарить, ибо в этом есть воля Божья для нас. Стихи в 1 Иоанна 5, 14-15 вселяют в нас уверенность, которую мы черпаем из нашей веры в Бога. Это подчеркивает, что когда мы обращаемся к Богу со своими просьбами, и если они соответствуют Его воле,
Он услышит нас. И знание того, что Он слышит нас, дает уверенность в том, что наши молитвы были услышаны. Отрывки Марка 11, 22-25 напоминают нам о силе непоколебимой веры. Иисус советует, если мы прикажем горе броситься в море без всякого сомнения в сердце, но с верой в то, что мы говорим, произойдет, а оно осуществится. Итак, когда мы молимся, мы должны верить, что получили то, о чем просили, и это будет наше. И стоя в молитве, если мы затаили на кого-либо обиду, мы должны простить его, чтобы и Отец наш Небесный простил наши грехи. Послание к Римлянам 6, 17-23 обращает внимание на переход от рабства греха к рабству праведности. Он признает наши человеческие ограничения и использует простой пример из повседневной жизни, чтобы продемонстрировать это изменение. В прошлом мы предлагали себя в качестве рабов нечистоты и зла, но теперь мы предлагаем себя в качестве рабов праведности, ведущей к святости. Будучи рабами греха, мы были свободны от контроля праведности, которая привела к смерти. Однако, поскольку мы были освобождены от греха и стали рабами Божьими, то благо, которое мы получаем, ведет к святости, ведущей к вечной жизни. Итак, возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная через Христа Иисуса, Господа нашего. Луки 19, 9-10 и 2 Коринфянам 6, 2 повторяют миссию Иисуса искать и спасать заблудших. Иисус провозгласил, что спасение пришло в дом Закхея, поскольку он тоже был сыном Авраама. Во время Божьего благоволения Он услышал и помог нам, и это время настало сейчас. Это день спасения. Первый псалом советует нам воздерживаться от того, чтобы идти в ногу с нечестивыми, стоять на пути грешника или сидеть в компании насмешников. Вместо этого нам следует наслаждаться законом Господним и размышлять над ним день и ночь. Это сделает нас процветающими, подобно дереву, посаженному при потоках вод, которое вовремя приносит свои плоды и лист которого не вянет. Нечестивцы, напротив, не устоят на суде, ни грешники в собрании праведных, ибо Господь наблюдает за путем праведных, а путь нечестивых ведет к погибели. Иоанна 1, 9-14 и Римлянам 10, 9-11 подчеркивают важность признания и принятия Иисуса Христа. Истинный свет, дающий свет каждому, пришел в мир. Он был в мире и сотворил мир, но мир не узнал его. Он пришел к своим, но они его не приняли. Тем не менее, тем, кто принял его и уверовал в его имя, было дано право стать детьми Божьими. Если мы исповедуем устами своими, что Иисус есть Господь, и верим в сердце своем, что Бог воскресил Его из мертвых, мы спасемся. Эта сердечная вера оправдывает нас, и своими устами мы исповедуем нашу веру и спасаемся. Священное Писание обещает, что всякий, кто верит в Него, никогда не будет посрамлен. Послание к Римлянам 8, 35-39 заверяет нас, что ничто не может отлучить нас от любви Христа.
Независимо от бед, лишений, гонений, голода, наготы, опасности или меча, с которыми мы сталкиваемся, мы более чем победители благодаря тому, кто возлюбил нас. Мы убеждены, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, никакие силы, ни высота, ни глубина, ничто другое во всем творении не сможет отлучить нас от любви Божией, которая во Христе Иисусе, нашем Господину. Бог прямо сейчас общается с вашим сердцем. Вы не случайно читаете эти слова. В вашей жизни вот-вот произойдет что-то очень важное, и ближайшие дни потребуют вашего максимального внимания. В тишине своего сердца прислушайся к моему голосу. Я Иисус, Спаситель, Сын живого Бога. Я говорю с тобой не с силой и не громовым ревом, а нежным шепотом, тихим голосом. Я здесь, чтобы благословить вас, предложить утешение и руководство во времена испытаний и невзгод. Запомните слова, которыми вы поделились. Черпайте силу из мудрости священных писаний и позвольте им осветить ваш путь. Помните, что ваша вера способна сдвинуть горы, и когда вы молитесь, верьте, что вы уже получили то, о чем просили. Мои возлюбленные, прощение – ключ к чистому сердцу. Если у тебя есть обида на кого-либо, прости его. Поступая так, вы ощутите освобождающую силу прощения, позволяя Небесному Отцу простить ваши грехи. Когда-то вы были порабощены грехом, но теперь вы свободны. Теперь вы – рабы праведности, ведущие к святости и вечной жизни. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная через Меня, Христа Иисуса, Господа твоего. Моя миссия – искать и спасать заблудших, в том числе и вас. Я здесь для вас, протягиваю руку спасения. Это ваш день спасения. Не ходите путем нечестия, но наслаждайтесь законом Господним. Медитируйте над ним день и ночь, и вы будете процветать, как дерево, посаженное при потоках вод и приносящее свои плоды во время. Познайте и примите Меня, ибо Я свет, дающий свет каждому. Тем, кто поверит в Мое имя, будет дано право стать детьми Божьими. Исповедайте устами своими, что Я Господь, и веруйте сердцем своим, что Бог воскресил Меня из мертвых, и будете спасены. Будьте уверены, ничто не сможет отлучить вас от любви Христа. Независимо от проблем, с которыми вы сталкиваетесь, благодаря Мне, любящему вас, вы больше, чем победители. Ни высота, ни глубина, ничто другое во всем творении не может отлучить вас от любви Божией, которая во Мне, Христе Иисусе, Господе вашем. Вы находитесь на пороге чего-то очень важного. Ближайшие дни потребуют вашего максимального внимания. Оставайтесь сильными в своей вере, потому что Я с вами. Знай, что тебя любят, тобой дорожат, и ты никогда не одинок. Ибо Я Иисус, ваш Спаситель, и Я здесь, чтобы благословить вас. Будь спокоен, мой любимый. Погрузи нас в Твое милосердие, чтобы мы могли радоваться с праведниками. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.